Здравствуйте, дорогие телезрители, с вами передача «За чашечкой кофе». Представляю вам моего гостя Зарина Габеева. Здравствуйте, Дауд. Здравствуйте. Здравствуйте. Как у вас дела, как настроение? Вроде бы нормально, вот единственное, сегодня узнала, что у нас в городе есть пробки. Пока ехала к вам. Ну, мы расширяемся. Это хорошо, да. Скажите, пожалуйста, давайте вот начнем с такого, что такое судья и как вы решили стать судьей? Ну, я не скажу, что я родилась и сразу же решила, а почему бы не пойти в суд? Нет, такого, конечно, не было. Я окончила Абхазский государственный университет, юридический факультет. И, кстати, хочу обратить внимание, что вот я вчера думала, и интересный факт такой у меня всплыл в голове, что, действительно, вот говорят, да, что трудоустроиться там, выпускнику очень сложно. Вот как-то не было у меня этой проблемы, знаете, с моим трудоустройством это такая, для меня это очень такая интересная история. Я, когда был последний курс, значит, преддипломная практика была. И на преддипломной практике я проходила ее в администрации президента, в правовом отделе. И когда уходила оттуда, руководитель сектора, она сказала, а может, ты останешься у нас? И я подумала, ничего себе, как вот, да, там студент 5-го курса, студентка 5-го курса. Но суть в том, что в итоге я, конечно, пошла работать в парламент. Почему, конечно? Я всегда хотела работать с законами. Когда я заканчивала институт, у меня было такое вот стремление к законотворчеству, нормотворчеству. Я выбрала специальность конституционное право, и вот по этой направленности я хотела и работать. И тут это 2003-2004 год, вот какие-то вот эти года, я выступаю на съезде, тогда это было общественно-политическое движение Айтайра. Там у меня доклад «Правовые проблемы молодежной политики», что-то в этом роде. Значит, выступила, сажусь, и здесь вот через одного человека сидит спикер 3-го созыва парламента Нугзар Нуриевич Ашуба. И он вот так вот наклоняется ко мне и говорит, у вас хороший доклад. Представляете, да, там студентка, да, здесь сидит рядышком спикер, и вот я поблагодарила, он говорит, а вы не думали о работе в парламенте? Так началась моя работа в парламенте. Вам повезло, получается. Это просто колоссальное везение, я бы сказала, с учетом того, сколько мне дал парламент. Действительно, вот работа в парламенте, я работала там с 2004 по 2016 год. И эта работа, она дала мне очень много в плане профессионального развития, в плане того, что я могла заниматься помимо работы в парламенте еще и на какой-то определенной научной деятельностью. Работала и параллельно совмещала, и в Министерстве культуры работала, и с гражданским сектором всегда сотрудничала, всегда у нас очень такие плотные были взаимоотношения. И тут вот в 2013 году, если я не ошибаюсь, парламент принял решение о реформировании законодательства о судебной власти. И я вошла в эту рабочую комиссию. Мы действительно отработали сейчас не побоюсь этого слова, на 5 с плюсом. Да, конечно, сегодня, когда мы смотрим, сами же мы, да, те, которые разрабатывали это законодательство, мы смотрим по истечению времени определенного, вот здесь там можно было бы что-то написать по-другому, здесь следовало бы вот не так эту норму изложить. Конечно, это есть, но это обычная работа самого закона, да, когда закон начинает активно работать, то ты всегда видишь какие-то огрехи, ты правоприменитель.
И вот к окончанию работы в этой комиссии мои коллеги по комиссии сказали: а не хотела бы ты, почему бы тебе не пойти в суд? Тем более там открывались несколько вакантных мест, абсолютно новых. То есть я сказала: нет, что я не справлюсь. И они говорят: ну вот эта твоя самокритичность и говорит о том, что ты справишься. Давай иди. Экзамен, квалификационный экзамен на статус судьи, знаете. То есть вы были сначала адвокатом или просто юристом? Я была советником спикера по правовым вопросам в парламенте. Начинала с старшего референта правового отдела, и вот потом постепенно, уже когда я уходила из парламента, да, я уходила с этой должности. Я работала над законами, законопроектная деятельность, нормотворчество, то есть все, что связано вот с парламентской сферой работы, это все фактически в том числе выполняла и я. И вот, значит, 15-й год, квалификационный экзамен на статус судьи, и знаете, я поняла, это страшно. Это не то, когда ты сдаешь экзамен в университете, ну да, ты можешь получить двойку, там, допустим, да, там, тройку, ну как-то ты студент, тебе все. А здесь, ну, я-то все равно уверена, что какой-то там профессиональный багаж за моей спиной присутствует. Спикер на тот период был уже Валерий Мшухович Бгамба, который мог доверить мне решение правового вопроса любой категории сложности. Он был уверен, что я справлюсь. И тут я подумала, я прихожу с экзамена, с тройкой, допустим. Конечно же, дальше я не пойду. То есть в суд с тройкой никогда бы не пошла. Хотя тройка – это проходной балл, на тот период был. Но я бы, конечно, не пошла. И тут я прихожу и говорю ему: вы знаете, а вот у меня профессиональные знания, это вот не выше тройки, да? Стыдно же, правда? Ну, да. Конечно. К моему большому счастью, краснеть мне не пришлось, вышла я с высшим баллом. Потом что? Квалификационная коллегия судей, одобрение президента, избрание парламента. И выхожу я на работу. Теоретических знаний хоть отбавляй, то есть они действительно присутствуют, а практики-то нету. Да. Конечно же, мне сразу дали дела, потому что Сухумский городской суд, в Сухумском городском суде колоссальная нагрузка на судей. То есть действительно она очень, очень объемная нагрузка. И, значит, там гражданские, уголовные дела, то есть те дела есть, над которыми можно подумать, проанализировать все, да, подготовиться к ним. А тут мне, значит, попадает дело об административном правонарушении. Чтобы вы понимали, это часть 1 45-й КоАП. Это те дела, которые судьи рассматривают ежедневно по несколько раз в день, незаконное употребление наркотических средств без назначения врача. Здесь подготовиться, не вариант, час максимум у тебя, да, потому что ты должен рассмотреть это практически сразу. И мне стало так страшно. Я-то знаю все теоретически, то есть я решение могу написать, да, там постановление выносится, могу написать. Но мне же надо в зал зайти судебного заседания, мне же надо процесс провести. Как? Я сидела и вот в голове моделировала эту ситуацию, как я зайду, как я скажу: здравствуйте, садитесь, судебное заседание объявляется открытым, подлежит рассмотрению и так далее, и так далее. Пришлось мне это сделать, пришлось войти в процесс. Да, сегодня смешно, но тогда было страшно. Вы сказали, как пришли к этому. Вот что такое судья? Кто такой судья? Судья... есть определенный, конечно, такой классический набор качеств, которыми должен обладать судья, да, ум, принципиальность, внимательность, значит, справедливость, да, то есть эти качества, конечно же, они классический набор такой должен присутствовать. Но судья заходит судья в зал судебного заседания, и он в нем председательствующий, и он должен оставить все свои там
Эмоции, предубеждения. Эмоции, предубеждения, да, вы абсолютно правильную терминологию подбираете. Он должен это оставить за дверьми зала судебного заседания и начать вести процесс. Да? Ну, по сути, это получается как бездушная машина, которая представляет закон. Знаете, вот как? А, Ну, это очень грубо сейчас было сказано. Бездушная машина, да, немножко коробит, конечно, но в чем-то вы правы, потому что судья человек без эмоций, судья человек с очень устойчивой психикой. Если у тебя неустойчивая психика, в суд идти не надо, никогда. Ну, я промазал все. Если ты жалостлив, любишь пожалеть, погладить по головке, в суд идти не надо, потому что ты на процессе, ты не можешь сочувствовать потерпевшему, или ты не можешь жалеть подсудимого, ой, какой ужас, ему светит 15 лет, ну ты же не сядешь рядом с ним и не Ну да. будешь, да, оплакивать его там 15 лет, нет, конечно. Если вот этот набор качеств у тебя все равно присутствует, не рассматривай дела, да, уходи с работы. Очень часто, знаете, вот я, кстати, наблюдаю, очень часто потерпевшие ждут от судьи жалости. Вот они ждут сочувствия, да, или не обязательно потерпевшие стороны в процессе, да, даже в гражданском процессе. Они ждут от судьи проявления каких-то вот качеств, да, эмоций в отношении них. Но это неправильно, если судья начнет проявлять эмоции в отношении сторон в том деле, которое он рассматривает, ну какое решение он вынесет, да, ну здесь об объективности можно забыть будет. Ой, я тебя пожалел, и я вынесу в отношении тебя решение. Нет. Или там, допустим, ты мне не понравился, вот держи 30 лет. Вот это, знаете, вот это страшно. Я вам хочу сказать, вот действительно, еще что хотела как раз о качествах, когда говорить, судья не имеет права быть злым. Вот злой судья, это, наверное, какая-то карательная функция, да, вот в государстве, та, которая вообще не нужна. Да. Потому что, ну, не можешь ты... Не должен, ты не имеешь права, ты ненавидеть подсудимого, что бы он ни совершил. Пусть он совершит самое страшное. Вы говорили, это чуть-чуть дальше, думаю, вопрос задать, но вот, допустим, преступление страшное. Вот человек совершил действительно страшное что-то. Да. Как судье не ненавидеть этого человека? Очень просто. Ты эмоции свои забываешь за дверью, ты их там оставляешь. Все, у тебя нет эмоций. Если у тебя есть эмоции, и если ты ненавидишь подсудимого, ну, бывают, знаете, вот какие-то личные предвзятые отношения, да, может быть, там в жизни у человека что-то там случилось, и вдруг здесь аналогичная ситуация у тебя с человеком, который на скамье подсудимых. Самоустранись, возьми самоотвод и уходи с процесса. Ты не сможешь его провести и вынести. То есть судья, в принципе, может сказать, типа, я не могу вести это дело. Ну, я предвзят. Да, у меня есть предвзятое отношение к одной из сторон. Ну, конечно, а что ты сделаешь? Закон тебе позволяет. Нельзя ненавидеть ни одну из сторон, да, то есть если у тебя есть уже какие-то чувства к этой стороне, ну все, не будет объективного справедливого решения, ну никогда, а может даже и законного не будет, знаете, потому что эмоции надо оставлять. Допустим, в законе написано там от 5 до 10, там от 10 до 20 лет. Как судья определяет, какой срок дать? Очень просто. Здесь все очень просто. И знаете, кстати, вот вы хороший вопрос задали, знаете, такой далеко идущий. Вот эта вилка, ну, она так называется, да, у нас так в профессиональном языке, вот эта вилочка, да, она необходима, потому что вот когда законодатель принимает закон, да, ну, вот тот же Уголовный кодекс, ну, допустим, у законодателя есть диспозиция статьи, там убийство – это умышленное причинение смерти другому человеку. И он предусматривает санкцию, да, там от 6 до 12. У него только диспозиция, которая определяет, дает понятийное определение, что такое убийство. У него нету жизненной ситуации, вот с этим связанным, с этим убийством. А у судьи
эта диспозиция, она обрастает такими жизненными подробностями. Мы узнаем, кто субъект преступления, его жизнь до преступления, его жизнь после преступления, его отношение к совершенному деянию, его отягчающие и смягчающие обстоятельства, характеризующие данные. Может быть, он был заслуженным спортсменом, может быть, он был там гениальным ученым, да, в своей жизни до совершенного преступления. Раскаялся ли, осознал ли, да, какое наказание ему необходимо для того, чтобы он исправился. Ведь цель наказания у нас какая? Одна из исправления, да, ну, там, конечно, есть превентивные цели и так далее, но исправление одна из основных целей наказания. И ты смотришь на вот этого подсудимого, ты его рассматриваешь со всех сторон, не только как человек, который совершил диспозицию такой-то статьи, нет, да, там объективную сторону выполнил этой статьи, нет, ты его разглядываешь со всех сторон, ты анализируешь. Это, с одной стороны, легко, потому что у тебя есть набор, да, тебе уголовно-процессуальный закон, уголовный закон, он тебе дает модель, как ты должен применить те или иные там, отягчающие, смягчающие обстоятельства. Есть еще внутреннее убеждение. Ну, у судей есть такое понятие, да, что судья выносит решение на основании закона и внутреннего убеждения. Внутреннее убеждение, какая именно санкция исправит этого человека, да? То есть и ты уже думаешь, дать ему там, назначить ему наказание в виде там, 5 лет лишения свободы или назначить ему там более строгое наказание. А может быть, это вообще условный вид, да, будет наказание, то есть там, испытательным сроком. Еще насчет наказания. Мне очень интересно, я очень много слышал о том, что люди говорят о мере пресечения как домашний арест. Возмущаются, наверное, да? Да, возмущались, я слышал. Что такое домашний арест? Да. Возмущение, конечно, оно связано с тем, что, наверное, я так смею предположить, что у нас в обществе мера пресечения, она воспринимается как наказание за уже совершенное как будто бы деяние. Хотя, если вот надо просто немножко заглянуть назад, да, ну, брать выше, что такое мера пресечения, для чего она, цель меры пресечения, да, ее избрание? Для того, чтобы лицо, ну так скажем, как сказать по-простому, чтобы он не вмешивался в расследование, да, не мешал ему, не мешал там субъектам расследования осуществлять свою деятельность, не угрожал свидетелям, не скрылся от органов предварительного следствия и суда, не уничтожил там вещественные доказательства и так далее, да, там есть определенные... То есть, чтобы не садить, допустим, в кутузку, скажем так, его дома запирают. Смотрите, нет, не совсем так, смотрите. И когда материалы об избрании меры пресечения приходят в суд, судья это все наличие всех этих оснований он проверяет. Ну вот сами рассудите, если лицо признает себя уже виновным, уже на стадии подозрения, пока на стадии подозрения, обвинения, да, он себя признает, ну, причастным к совершенному деянию, так скажем, да. Он сотрудничает с органом следствия, он дает показания, да, но вот есть, допустим, там какое-то одно основание, которое все-таки у суда есть основание полагать, что что-то он может сделать, чем помешать следствию. Характеризующие данные у него отличные, он работает, у него есть семья, то есть социальные связи у него достаточно крепкие, да, устойчивые социальные связи, сбегать он не собирается, но есть основания, что, ну, полагать, что, может быть, он там на потерпевшего как-то будет воздействовать. Да, что-то вот, знаете, и тогда судья думает, а зачем его отправлять под стражу, если можно избрать ему такой вид меры пресечения, который с 2015-16 годов законодатель ввел, предоставил судам руководствоваться уголовно-процессуальным законом и сказал, пожалуйста, избирайте домашний арест, да? Почему суд не может избрать? Ведь это не означает, что суд его освободил от ответственности. Нет, об ответственности здесь вообще речь не идет. Во время домашнего ареста что имеет право подсудимый, что он не имеет? Он еще не подсудимый, он обвиняемый, подозреваемый. Есть перечень ограничений, которые суд по своему усмотрению
предусматривает в своем постановлении в отношении подозреваемого, обвиняемого. Ну, например, не пользоваться там мобильным телефоном, можно такое, не выходить, не покидать там жилище свое, да, не общаться с определенными людьми. Ну, например, если преступление совершено в соучастии, да, то там запрет на общение с соучастниками. Не принимать у себя в доме там, гостей. Вообще можно полностью запретить всех людей, да, принимать у себя в доме. То есть есть такой полный перечень оснований, вот, А вот кем которые... это отслеживается? Это отслеживается сотрудниками милиции, То есть конечно. там у двери сидит или он... Ну, я как? думаю, конечно, у двери они каждую минуту не сидят, но они вправе в любое время войти в жилище, у них есть такое право, с целью проверить, находится ли, исполняет ли данную меру пресечения обвиняемый. И я хочу вам сказать, что не так мало случаев, когда в суд обращались органы следствия о нарушении меры пресечения в виде домашнего ареста. И если действительно мера пресечения была нарушена без уважительных причин, то есть уважительные причины что-то там, со здоровьем что-то связано, то суд избирал содержание под стражей, говорил, ну извини, дорогой мой, ты свой шанс упустил. Да. В принципе, понятно все с домашним арестом. Скажите, пожалуйста, сколько может длиться суд? Ага. Вот давайте так, минимальную точку, которую в вашем опыте, и максимальную точку. Ну вот смотрите, давайте возьмем с вами гражданское дело, допустим. Гражданское процессуальное законодательство предусматривает с момента подачи иска до вынесения решения 2 месяца. Но законодатель в том числе и предусмотрел, что эти 2 месяца могут быть нарушены, но если при этом учитывается принцип разумности. Есть такое понятие, как разумные сроки судопроизводства. Ну, вот элементарно, гражданское дело, и там 5 участников процесса. Ты должен согласовать со всеми 5 участниками, а у нас представители сегодня очень занятые люди, потому что у них процесс в Гагре, в Гудауте, в Гале, да, и ты должен согласовать с ними удобную для всех дату судебного заседания. Потом стороны болеют, уезжают, и это все уважительные причины, да, они представляют тебе уважительность неявки своей, что я там по состоянию здоровья или вывез там несовершеннолетнего ребенка, да, по состоянию здоровья. То есть ты ничего не можешь с этим сделать, это затягивает процесс. Экспертиза. Если сторона ходатайствовала и суд назначил экспертизу, а если еще всем не повезло и экспертиза назначена за пределами Республики Абхазия, ну, это приостановление судебного процесса месяца на 3 точно, потому что, мы сами понимаем, да, пока мы отправим в Россию, пока там проведут, да, они там особо не спешат, как правило. Ну вот, самый длинный процесс, сейчас я вам скажу, да, только не смейтесь, пожалуйста, 2 года. Это было гражданское дело, но сразу скажу, что это дело попало в период ковида, когда у нас были ограничения, связанные с пандемией, и суд не вправе был рассматривать гражданские дела. Только неотложные дела мы рассматривали, там, касательно санкций, либо если человек под стражей, а гражданские дела и дела по административному судопроизводству мы не рассматривали. Вот этот период захватил это дело как раз было в период ковида, и там еще была экспертиза. 2 года, да. Но вот уголовные дела, там срока нету. Там Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает исключительно принцип разумности. Ну, ты не можешь, да, там судья не может раз в месяц назначать процесс. Но это уже неразумно, да, принцип нарушается. Но вот в уголовных делах там большая проблема со свидетелями. Они просто чаще всего не хотят ходить на судебные заседания. Страшно. Страшно? Я не знаю. Ну вот... Ты можешь наложить на них штраф, ты можешь даже вынести постановление о принудительном приводе, но если свидетель не хочет, его очень тяжело привести в суд.
очень тяжело. А это проблема суда, потому что суд обязан обеспечить явку свидетелей, которые у него заявлены в обвинительном заключении. То есть даже не адвоката и не прокурора? Нет, к сожалению, сегодня у нас такое законодательство. К сожалению, для того, я говорю к сожалению, потому что в правоприменительной практике это действительно большая проблема. Суд должен обеспечить, организовать процесс и в том числе обеспечить явку свидетеля, обеспечить, вызвать свидетеля, да. То есть если, допустим, суд выносит постановление о принудительном приводе, а принудительный привод — это, чтобы вы понимали, когда к тебе домой приходят сотрудники милиции и тебя принудительно приводят на судебное заседание. Даже вынося постановление о принудительном приводе, у нас очень маленькое государство, все знают, и просто, если действительно этот свидетель не хочет являться в судебное заседание, пойдет он поживет через дорогу своего двоюродного брата, грубо говоря, да, и, естественно, его сотрудники милиции в жилище просто не обнаружат. И это затягивает судебное заседание, конечно. В судебной деятельности есть какие-нибудь аспекты, которые, обычному обывателю не понять? Какие-то подводные камни, которые перешагнуть очень сложно? Знаете, что сложно в судебной деятельности? Я это поняла тогда, когда пришла в суд, только тогда. Мы, юристы, всегда, и я думаю, что не юристы, всегда часто так слышат такое, что закон не всегда справедлив. Да? Закон и справедливость, они не всегда идут рядышком. И это, наверное, тот аспект, с которым очень тяжело столкнуться. Ты выносишь законное решение. Да? Другого выхода у судьи нет. Он обязан вынести решение, которое будет соответствовать закону. Но не всегда оно бывает справедливым. С чем это связано? Если мы возьмем с вами уголовную сферу, бывает так, что тебя подсудимый, и ты по своему внутреннему убеждению уверен, да, что он совершил преступление. Бывает такое, да, у тебя же есть внутреннее убеждение. Мы все, да, сегодня можем на кого-то что-то думать. Так же и судья, да, думает. Но либо следствие плохо поработало, либо действительно доказательственная база так подхрамывает, можно сказать. А судья как? Судья же выносит решение только на основании тех материалов, которые ему представлены. Он не вправе сам собирать доказательства, да, становиться третьего глаза нет, чтобы все увидеть. Нету, да. Даже если видит, он не вправе это реализовать, то, что он видит. Да? Он не может сказать: а давайте-ка я вам порекомендую вызвать такого свидетеля. Да? Нет, не может. Это отмена, это квалификационная коллегия. Скажем так, только папочки, то, что которые представляет стороны. Только это. Это, знаете, в советском уголовном праве была такая норма, что в суде устанавливается истина по делу. Суд устанавливает истину по делу. У нас очень многие судьи сегодня, которые еще работали при Советском кодексе, законодательстве, они не могут пережить, что сегодня в суде истина не устанавливается. Сегодня такой чисто принцип состязательности, потому что только стороны, они между собой состязаются, а ты просто наблюдаешь за этим и принимаешь решение. И это сложно, знаете, не хватает доказательств, или ты вынужден признать, следствие где-то ошиблось, и ты вынужден признать доказательство недопустимым, а на нем строилось все обвинение. И человек, ты признаешь его невиновным, ты его оправдываешь. Не потому, что он это не совершил, а потому, что не хватило доказательств. И здесь ты вынужден по закону принять это решение, но оно же несправедливое. Да, получается, несправедливо. Это очень тяжело. Это я поняла, когда пришла в суд, что это очень тяжело. Поговорили о сложностях, но судья — это, скажем так, закон. Да. Случались ли у вас, или, может быть, вы замечали у кого-то, без имен, конечно, комплекс Бога? Что должен делать судья в зале судебного заседания? Помимо того, что он следит за чтобы не нарушался регламент, чтобы стороны неуважительно относились друг к другу, судья должен каждой из сторон
именно судья это делает, председательствующий в судебном заседании. Он должен каждой из сторон предоставить право реализовать все свои возможности, вернее, реализовать все свои процессуальные права, чтобы стороны ушли с судебного заседания удовлетворенные, может быть, непринятым решением. Никогда, да, не бывает одна, все равно сторона бывает не Да, но при этом удовлетворена. они сделали все, что они Да, могли сделать. чтобы они были удовлетворены уровнем проведения судебного заседания, чтобы они понимали, что они ответили на все вопросы, задали все вопросы, представили, суд предоставил ему возможность представить все доказательства, заявить все имеющиеся у них ходатайства. И суд относился к ним на протяжении всего судебного процесса с уважением их человеческого достоинства. Вот вы говорили, да, на скамье подсудимых там будет человек, который совершил самое страшное преступление. Какое бы преступление он ни совершил, но ведь у него никто не отнимал его человеческое достоинство. И ты обязан уважать его человеческое достоинство в первую очередь. А вот это судья уровень Бог, уходи. Уходи из суда, и просто ты не должен входить в зал судебного заседания. Прям так жестко. Жестко. Скажите, вы на работе, и вы за пределами работы, с друзьями, с семьей. Это два разных человека? Ну вот вы сказали, на суде вы отбрасываете все свои эмоции. А вот если не брать именно процесс, на работе вы один человек, а за пределами другой? Или бывает такое то, что вот вы в компании и просыпается вот злой судья, который знаешь что? Вы знаете, кстати, вообще не считаю это минусом. Я вообще не злой судья. Вот нету у меня злости, ну по жизни нету этой злости. А по поводу другой ли человек, ну, в судебном заседании, да, эмоций нету, но иногда хочется рассмеяться. Знаете, моя коллега рассказывала, у нее на судебном заседании была свидетель. Гражданский процесс, и, значит, свидетель дает характеристику, если я не ошибаюсь, там, истцу или ответчику кому-то из сторон. И говорит, ну, я, говорит, уверена, что она не могла так поступить. Ну, ее уточняю так. Как, там, ввиду чего, да, в связи с чем вы так уверены? Ну, вы понимаете, она козерог. Ну, вот как здесь не рассмеяться? Я спрашиваю своей коллеги, ну, что ты сделала? Она говорит, ну, что я сделала? Конечно, говорит, я хотела хохотать. Или, знаете, приходят административно задержанные, и они гвозди едят. Ну, зачем? Вот хочется спросить, что у тебя в голове? Для чего ты ешь гвозди? Ну, потому что не хочет 15 суток отбыть. Причем это не там бывает, да, там первый раз попал, и вот там, ой, как все страшно. Нет, у человека там уже как минимум 10 административных. И этих. каждый раз он 10 раз... Ну, и каждый раз нет, ну, вот сегодня он решил поесть гвозди. Ну, зачем ты ешь гвозди? Вот, ну, хочется же, правда, спросить? Ну, да, тебя в больницу направят, конечно, но 15 суток и всю жизнь искалеченное здоровье. Ну вот согласитесь, да? Конечно, хочется как-то проявить вот не только судейское вот это. Нет, из Козерогова это, конечно, Ну, это реальная история. Сейчас она будет, когда смотреть, она сразу мне позвонит и скажет, ты зачем мои истории рассказываешь? Ну вот. Ну, я просмотрел вашу страницу в Фейсбуке и заметил, что вы очень любите там животных. Да. У вас очень много постов, связанных с бродячими животными тоже. Скажите, дома у вас есть домашние животные? Да, у меня Дома есть. домашние животные тоже. Да. Получилось масло масляное. Есть домашние животные. У нас всегда с детства какое-то животное жило всегда. Ну, собака одна на улице, конечно же, которую мы всегда очень тоже любили. Но она жила на улице, большая собака. И дома у нас жили кошки всегда, ну, по одному коту. То есть мы не сумасшедшая семья, которая там по 10 кошек заводит. Нет, по одному коту. И они всегда были членами семьи. Сейчас у меня живет с 2017 года уже пудель Эшли. Пудель? Пудель, да, средний пудель, Никогда рыжего в живую пуделя не золотого видел. цвета. Вот сейчас у нас скоро стрижка, мы пострижемся, я вам его покажу. Обязательно. Очень красиво, ну, сейчас без. А почему бродячие животные, знаете, я всегда старалась по силе возможности помогать им, потому что
человек, ну сейчас не берем крайние случаи, да, человек всегда может прокормить себя. Человека мало кто оставит, а бродячее, покалеченное, голодное животное, там собака, кошка, неважно, это страшно. У меня был случай, я ехала по трассе, здесь, в Кулибинском районе, и на дороге, посреди дороги, лежал щенок сбитый. Машины проезжали, не останавливались. И я посмотрела, пока подъезжала к нему, я посмотрела на него, знаете, он поднимал голову, он прям посередине дороги, прям на разделительной полосе лежал. Он поднимал голову, и в его глазах был ужас от надвигающихся машин. Ну, конечно, я не смогла не остановиться. Со мной были мои коллеги, 2 судьи, они тоже поддержали в этой ситуации, там, повезли к ветеринару. Хозяин не нашелся, хотя собака была с ошейником, ну, может, просто была с ошейником, может быть, не было и хозяина. У него был перелом. Он жил у меня около 2 месяцев, мама его высмотрела, она ему там варила супчик, как этот из костей, который для сращивания косточек, да. Он встал, месяца 3, наверное, 4 ему было. Пошел и вот есть же фраза, да, такая, что как эта фраза, что мир не изменится от спасения одной собаки, но для собаки этот мир будет уже измененный, да. Один очень добрый человек с очень таким большим добрым сердцем подарил ему дом этой собаки. Ну, я не могла ее оставить у себя, у меня на улице собака, которая никого не принимает, а этот маленький вредный, который у нас в доме пудель, он вообще готов всех растерзать, лишь бы никого рядом не было. У этой собаки просто опасность была, еще одна физическая. Этот человек, забрал его к себе в деревню, и эта собака стала членом семьи, да, вот такое несчастье вроде бы, да, такое переросло в счастье. А мы, наверное, становимся, может и были, я не знаю, ну, злыми, наверное. Я не хочу так сейчас, я не обобщаю, да, но... А собаки, вот эти бездомные, бездомыши, которые голодные, которые покалеченные, они не вырастут не смогут выжить среди злобы, среди злых людей, да. А человек должен проявлять какую-то доброту все же. Как ваши родные отнеслись к вашей профессии? И как вот в доме относятся сейчас к этому? Вы знаете, когда я озвучила это решение, мама была против. Она испугалась, конечно, она боялась. Она не высказала прям свою такую категорическую позицию, она просто озвучила свое мнение. Ну, у нее такая была всегда такая позиция воспитания. Я тебе озвучиваю свое мнение, а выбор за тобой, да? Ну, пожалуйста, выбирай. У меня так же было. А брат меня очень поддержал. Он верил в то, что я справлюсь. И он вообще верил в меня. Сейчас, когда у меня какие-то сложные дела, то они слышат это из средств массовой информации, потому что если я приду и еще дома начну говорить о работе, ну, это невозможно, да? То есть я могу там прийти и рассказать какую-то смешную историю, если какая таковая была. А вот о сложностях они даже и не знают половину тех сложностей, которые встречались в моей работе, да, то есть, ну, были такие не совсем ситуации, которые выходили из, да, там, из каких-то рамок. Они об этом, конечно, не знают, нет. Ну, много работаешь, да, такая фраза есть. Много работаешь. Ну, судья не может мало работать.
Нет, судья не может, вы что, мало работать, это не получается. Бывает, что и в субботу, и в воскресенье ты приходишь на работу. Не потому, что ты днем там бездельничаешь, пьешь, ходишь кофе, а потом к вечеру садишься. Нет, потому что у тебя такая нагрузка. Ну, у тебя большая нагрузка. Ну вот я, как и Кристине, тоже задавал вопрос, и Саиде, как вы находите время вот и на работу, которая отнимает всего вас, да, все ваше время, и семья. Как вы вот находите время, уделяете туда время и сюда время? Ну, Кристина вообще герой. Кристина, на мой взгляд, героиня. Да, конечно. Многодетная мама. Ну, видите, приходится, ну, наверное, поэтому говорят, женщина все может успеть, если захочет. Видимо, надо хотеть. А есть у вас хобби какое-нибудь, помимо вот судебной деятельности, ваше хобби, увлечение? Хобби? Вот это хобби, это вот такое еще, вы помоложе, конечно, это наше такое вот понятие, да, кто-то марки раньше коллекционировал, кто-то вышивал, кто-то вязал. Ну вот не умею я всего этого делать, ну не получается у меня ни вязать, ни вышивать, ни шить, да, ну не могу, ну хобби. Ну, сейчас все фотографируют, ну, тоже нет тяги у меня. Ну, что там на айфонах у нас, какие-то супер фотоаппараты. Ну, я так фотографирую, что люди говорят, лучше убери с своих рук фотоаппарат. Ну, если серьезно подойти к этому вопросу, я всегда старалась много читать. Не старалась, а любила много читать. Ну, как-то вот с детства это было привито. У нас такая читающая достаточно семья, у нас большая библиотека. Можно было там читать на любой вкус. Я любила читать. Сейчас, к сожалению, большому художественную литературу читать получается только если ты в отпуске, потому что когда есть возможность что-то почитать, то ты стараешься читать свою профессиональную, да, специальную литературу. Но чтение это хобби, я не знаю. Хобби, да. Не сейчас знаю. Это хобби. Значит, у меня есть Раньше хобби. Это было сейчас это хобби, время, да? а сейчас это уже хобби. Да, сейчас Мало молодежь кто не читает. хочет читать, это точно. Ну, сейчас появились компьютеры. Да. У них сейчас все. Аудиокниги. Аудиокниги, да. Фильмы, которые сняты по книгам. Многим легче смотреть фильм. Да, чем или читать там, книгу. да, фильмы, или там, как это, вкратце прочитать содержание «Войны и аннотация. мир», да. Это, знаете, сейчас действительно мир компьютеров, а у нас 99-й год, первый курс, информатика в Абхазском госуниверситете. Приходит преподаватель, я сейчас говорю реальные вещи, которые были. Он рисует на доске мелом монитор и говорит, ну, компьютера, и говорит, если вы когда-нибудь в своей жизни увидите компьютер, то вот эта кнопка совершает вот такое действие. Представляете, сейчас мои студенты меня послушают и скажут, в каком веке она родилась. Вот так. Не представляю. Не представляете, а у нас было так. Монитор на доске. Где вы преподаете и что вы преподаете? И ваши студенты, есть надежда на будущее? Надежда на будущее всегда есть. Но преподаю несколько предметов. Это история государства и права зарубежных стран, уголовно-исполнительное право и конституционное право. Преподаю в Сухумском открытом институте уже много лет, около 8-9, наверное, может, чуть больше, не могу вспомнить. И знаете, ну, я вот сейчас себя чувствую, правда, как когда-то наши бабушки и дедушки говорили, вот наше поколение, оно было лучше, да, вот что вы сегодня из себя представляете? Ну вот не хочется такие фразы говорить, но знаете, мы студентами, вот не дадут соврать мои коллеги сегодняшние, вот с кем мы выросли, с кем выросли в профессиональном плане, с кем мы росли. Потому что мы брались за любое какое-то юридическое, правовое сопровождение, действия. Мы работали будучи студентами, в общественных приемных, постоянно участвовали в каких-то конференциях. Мы хотели писать статьи научные, доклады. Ну, какая там третий курс, сейчас мы думали, что мы гении, конечно, но мы к этому стремились. Вот этого стремления сегодня у молодежи нет. Я не знаю, может быть, потому что
очень большое информационное пространство, и уже они считают, что у них все есть. Я не могу дать ответ на этот вопрос, но мы, правда, были другими. Я хочу сегодня, чтобы мои студенты, молодежь, чтобы они, выйдя, да, вот на вот этот путь, когда ты уже себя, когда ты уже будешь себя реализовывать, да, путь своей реализации, чтобы у них не было проблем с знаниями. Я хочу, помимо того, что я хочу им дать знания, я хочу еще, чтобы они полюбили свою профессию. Невозможно быть юристом, не любя эту профессию. Ну как это? Ты приходишь на работу и ненавидишь всех и вся просто потому, что ты выбрал не ту профессию, да? Ну вот для чего тебе это надо? Нет, конечно. Человек должен, любой, да, профессионал, там, специалист должен любить свою профессию. Ну, вы же любите свою профессию, правда? Сидите, улыбаетесь, то есть вас все устраивает фактически, да, в выбранной профессии. А вот чтобы не было вот этого разочарования у молодежи, потому что, это уже сегодня, да, можно сказать, это уже и мое будущее тоже. Как-то вот раньше так не могла сказать, типа, сегодня уже могу. Это и мое будущее, да. Можете такое наставление дать молодежи и людям, которые хотят, допустим, стать судьей, стать юристом? Небольшое наставление, что им надо делать и к чему стремиться. Да. Надо не только человек, который хочет стать судьей, да, а вот юрист. Вот я всегда своим студентам говорю, я хочу научить быть настоящими юристами, чтобы юрист мыслит по-другому. Вот мы с вами мыслим по-другому, не потому что кто-то хуже, кто-то лучше, просто по-другому. И молодежь должна, самое главное, наполнять свою голову теоретическими знаниями. Знаете, вот мне без разницы на опыт работы. А какая разница? Вот у меня был, я вам рассказывала, у меня в парламенте был колоссальный опыт работы. Ну и что, как он мне пригодился в суде? Абсолютно никак. А знания пригодились. Вот у человека должно быть большой объем знаний. Человек всегда должен стремиться развивать эти знания, развивать себя, всегда самосовершенствоваться, всегда читать, перепроверять свои знания. Вот молодежь, к сожалению, сегодня, не все, я не обобщаю, но есть такая часть молодежи, мои студенты, например, первый курс юрфака, да, обычно как на юрфак, по крайней мере, в наше время так было, я уже так говорю, наше время, действительно. У каждого была цель, почему он пришел на юридический факультет, да, кто-то хочет стать адвокатом, кто-то прокурором, обычно же так, да, такие вот очень популярные профессии. Я сегодня спрашиваю, кто кем хочет стать, да, там первая вводная лекция. Есть те, которые никем пока не хотят стать. То есть они вот на этом этапе уже не ответственны за то решение, которое они приняли, да, поступить на юридический факультет. Но я не знаю, раньше, там, 15 лет тому назад девушке нужен был диплом, потому что это залог успеха выйти замуж, да, там на стену повесил, все, ты можешь, теперь у тебя уровень чуть повысился, да, акции твои возросли. Но сегодня ведь не так. Сегодня как-то это уходит. Сегодня получить диплом о высшем юридическом образовании – это не такая проблема. Это сделать намного. Да, это не такая онлайн, проблема. Пожалуйста, Абсолютно. краткие курсы, пожалуйста. А зачем? Вот зачем, если ты не хочешь себя реализовать как юриста? Вот у нас есть много юристов, да, когда спрашивают, посоветуй, пожалуйста, хорошего юриста, ты начинаешь думать, потому что круг очень сужается. Вот наша молодежь, она должна стремиться к тому, чтобы стать лучшими. Чтобы попасть в список хороших юристов. Список хороших юристов, да, а это очень важно. Это очень важно. Это залог
того же твоего благосостояния, потому что, извините меня, конечно, но сегодня юристы, которые свободные юристы, да, они зарабатывают очень хорошие средства. Это факт, да, действительно, все у нас дорожает, и заключение того же там сопровождения какой-то сделки, оно также дорожает. Поэтому хороший юрист это также залог благосостояния человека. И вот к этому хотя бы пусть стремятся. Спасибо вам большое за то, что уделили нам время. Получилось очень познавательно и забавно. И простите, что так долго, но я не мог просто остановить человека, настолько мне было, по крайней мере, интересно. С вами была передача «За чашечкой кофе». Увидимся с вами за следующей чашечкой кофе. До свидания. Мне нравится, знаете, не надо сидеть.